Так, добрый день, уважаемые жители Нюрбинского района, уважаемые нюрбинцы. Так, сегодня информирую по ситуацию по коронавирусной инфекции в Нюрбинском районе. Так, сегодня в 2 часа дня в режиме ВКС прошло совещание главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева. Он проинформировал ситуацию в Республике Саха-Якутия. За сутки выявлено новых 84 случая по коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 70 случаев. Остальные 14 выявлены в ряде районов Республики Саха-Якутия. Он оценил ситуацию тревожной в Республике Саха-Якутия, поэтому мы обращаемся еще раз к жителям Нюрбинского района от имени оперативного штаба Нюрбинского района обязательно соблюдать масочный и перчаточный режим, мыть руки, проводить дезинфекцию рук, проводить дезинфекцию квартир, жилых домов. Призываю руководителей учреждений, предприятий один раз проводить генеральную уборку в помещениях. Конечно, ежедневно проводятся также уборки по дезинфекции. Но по коронавирусной инфекции у нас в районе пока без изменений. Сегодня по предписанию Управления Роспотребнадзора в Нюрбинском районе на самоизоляции у нас находится 116 человек, в том числе прибывшие из других регионов Российской Федерации 15, контактный 101 человек. В Нюрбинской центральной районной больнице выявлено 16 случаев COVID-19, в том числе, как вы знаете, 15 лабораторно подтвержденных случаев и 1 лабораторно неподтвержденный случай. Из 15 лабораторно положительных случаев COVID-19 6 вируса-носителей и 8 больных новой коронавирусной инфекцией. В провизорном отделении 1 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию с диагнозом внебольничная пневмония. В ковидном отделении 8 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом, 1 пациент с ковидной инфекцией без лабораторного подтверждения и 2 вируса-носителя. Из обсерватора на базе Чапандинской врачебной амбулатории вчера выписаны 12 человек. На сегодня в обсерваторах Нюрбинского района пациентов нет. Жалоб на состояние здоровья у 4 вирусоносителей, находящихся на самоизоляции, на 20 июня нет. Всего отобрано со дня начала пандемии и направлено 1612 проб. Получено 1404 отрицательных результата и 15 положительных. На сегодня мы ждем результату проб на 193 проб. Эти пробы находятся на сегодня в работе. На этой неделе всего выдано 88 уведомлений на круглосуточном дежурстве сотрудниками РОВД и волонтерами на границе с Верхнеуральском районе на речке Тюкен. Прибывших в Нюрбинский район на сегодня у нас составляет 65 человек. Это в течение недели. Оперативным штабом выдано справок на выезд и въезд. Всего 413 справок. Как видите, уважаемые жители Нюрбинского района, выезжающие и въезжающие у нас по состоянию на сегодняшнее число не уменьшается. Выезжающих очень много. И, конечно, вот видите, на сегодня у нас прибыло в течение недели 65 человек. Так, уважаемые нюрбинцы, уважаемые жители Нюрбинского района, вы, наверное, уже проинформированы, что вчера по решению Республиканского оперативного штаба было принято решение продлить ограничения по перевозкам на такси пассажирских перевозок. Поэтому, уважаемые нюрбинцы, выдача справок оперативным штабом Нюрбинского района тоже будет
ограничена. Так, справки будут выдаваться только в экстренных случаях. Как вы знаете, по основным 4 направлениям. Это больным с онкологическим заболеванием, по экстренным направлениям, далее приезжающим и выезжающим на похороны и грузоперевозкам для товаров первой необходимости. Поэтому, уважаемые жители Нюрбинского района, еще раз мы просим воздержаться от выездов за пределами Нюрбинского района и въездов в Нюрбинский район. Количество волонтеров по району 90. Со дня начала пандемии выполнено более 1600 заявок на доставку лекарственных препаратов, продуктов первой необходимости, средств личной защиты. Ну, ежедневно у нас работает горячая линия оперативного штаба района. Ну вот за 3 дня у нас поступило 29 звонков по вопросам справок, выездов, въездов и по другим вопросам. В неделю 2 раза членами административной комиссии, специалистами администрации муниципального образования город Нюрба проверяются торговые здания, магазины именно по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Ну, вчера были проверены 6 магазинов, но основных таких нарушений, замечаний со стороны административной комиссии, со стороны членов комиссии пока на сегодня не выявлено, но были даны замечания, предупреждения магазину «Ганза» и магазину «Овощи и фрукты» установить защитные экраны. Уважаемые нюрбинцы, если вы стали свидетелями нарушения санитарно-эпидемиологических норм, так большая просьба позвонить 2 25 16, это номер телефона оперативного штаба, в горячую линию и проинформировать о нарушении в магазинах, торговых центрах. И, конечно, можете дать информацию по несоблюдению санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях, предприятий нашего района. Вчера тоже комиссией с Галиной Михайловной Николаевой, руководителем управления Роспотребнадзора, мы проверили пункты проведения ЕГЭ. У нас в районе с 3 июля будут проходить единые государственные экзамены в 8 пунктах проведения ЕГЭ. Со вчерашнего дня мы начали проверку именно по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении ЕГЭ. Требований очень много, требования жесткие. И, конечно, мы дали рекомендации руководителям пунктов проведения ЕГЭ. Руководство управления образования и организационной комиссии района в ежедневном режиме работает по данному направлению. Также даны инструктажи, ежедневно проверяются, контролируются, координируются работы участковых избирательных комиссий по проведению всенародного голосования по поправке нашего основного закона Конституции Российской Федерации. Там тоже требования очень жесткие, и поэтому мы, районная организационная комиссия, территориальная избирательная комиссия, в ежедневном режиме работаем именно по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. В конце своей информации, уважаемые дорогие нюрбинцы, разрешите вас поздравить с наступающим государственным нашим праздником, национальным праздником ИСЭХ. Желаем всем крепкого здоровья. Мы надеемся, что ситуация по коронавирусной инфекции у нас будет стабилизирована. Конечно, ситуация у нас по данной инфекции, опасной инфекции, пока неблагоприятная. Поэтому мы еще раз призываем вас, каждого жителя Нюрбинского района, и детей, и подростков, молодежь, студентов, родителей,
наших работников, всех жителей, в том числе наших уважаемых ветеранов, пенсионеров, каждого соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, носить маски, перчатки, мыть руки, проводить дезинфекцию рук антисептическими средствами, дезинфекцию квартир, жилых домов. От каждого жителя сейчас зависит дальнейшее распространение опасной инфекции в Нюрбинском районе. Мы надеемся, что ситуацию мы по району и в дальнейшем и с вашими усилиями мы стабилизируем. Спасибо вам за внимание. Берегите свое и здоровье близких.